Сегодня мы будем говорить о таком простом и очень вкусном блюде чобан шорбасы. Что значит чобан шорба? Это значит блюдо, которое готовили чабаны. Это значит где-то они в горах или в степи. Это значит быстро, легко и просто, но очень вкусно и сытно. И когда мы говорим шорба, мы просто говорим шорба и не думаем о происхождении. На самом деле это блюдо готовят во всем мире, и во всяком случае у нас, говорю, в Евразии все его называют одинаково. Значит, мы говорим шорба, турки говорят чорба, значит, сурпа, шурпа, суп. Это все одно и то же слово, значит, арабского происхождения. Что значит чобан? Это где-то в лесу, где-то в горах, то есть не дома. Поэтому это и блюдо такое. Оно готовится быстро, но очень вкусно и сытно, горячее блюдо. Вот здесь на хрящике мы его порежем. Вот, есть кусок замечательного курдюка. И потом нам еще нужно, я, конечно, много взял, нам сегодня это столько не нужно. Это я сдам потом домой, а нам нужно кусочек, вот эту вот часть вырежем. Это место жирненькое себе оставим. Нам немножко нужно. Это вот этого будет достаточно. Смотрите, какой красивый. Небольшие кусочки нам нужны будут. Если мы хотим что-то приготовить вкусно и красиво, дома с друзьями собрались, да, это можно вот это вот поиграться, все удалить. Но наша задача сегодня, вернее, моя задача вам показать, как это просто на самом деле. А тот, кто рядом со мной, сегодня убедятся, и как это вкусно. И я уверен, что многие, значит, кто это будет смотреть, скажут: да я знаю это, мне там, а нам я поеду, бабам я поеду. То есть это раньше очень часто это блюдо готовили дома. Во всяком случае, у нас дома отец, когда приходил с работы, голодный, холодный, надо мать на работе, это Советский Союз, все работали, не работать было нельзя. И он быстренько раз пожарил, сазых вытащил, зажарил, залил кипятком все это, и получалось очень вкусно и красиво. Так, все, я мясо убрал, оно нам не нужно, осталось то, что нам надо. Так, есть. Теперь просто нарезаем небольшими кусочками. Квадратными, как вам нравится, но они не должны быть большими, потому что это еще обжарится, ужарится. И этот кусочек вы вместе с хлебом, хлеб тоже, кстати, надо сейчас накрошить его заранее. Обычно отец всегда дома делал, сухари использовал. А сухарь это должен быть высушен на солнце, желательно, на улице. Так, и потом смотрите, вот я специально взял вот такое блюдо. Это саан. Для чего у нас посуда такая существует? И с крышечками еще. А вот для того, чтобы сейчас вот была бы у нас современная какая-нибудь чашка, да? Мы бы мясо туда сложили, а тут мухи ждут за углом. Когда он сейчас это мясо порежет, и мы пойдем, у нас сегодня будет праздник. А нет. А у нас саан с крышечкой. То есть это как бы все формировалось же не за один день. Если посуда, то с крышкой обязательно. О, курдючок, братан, начинается самое интересное. Вот. Опять же, я еще раз хочу отметить, что не обязательно должен быть свежий. Часто раньше заготавливали сазых. То есть выжаривали это все, масло, все это заливали потом в какую-то посуду, в банку. И когда нужно было, это все доставали и на сковороду или в кастрюле. Причем использовали это не только для этой еды, да, чубанаша, шорбаса, а для любой, где нужно масло. Просто доставали этот сазых, он же был, эти кусочки сазыха, они прямо были в застывшем масле, этом бараньем. Потом еще добавляли, если это какой-то суп. Хорошо на природе готовить. Раз, вот так стряхнул. То есть мы нарезали. Сейчас мы это все
приготовим. Все, есть. Апсапок. Вот все, накрыли. Смотрите, как удобно. Нам нужно чесночек. Чесночек. Столько много чеснока у меня здесь. Так, чеснок у нас пойдет потом, в самом конце. Но мы его заранее уже приготовим, раз уже мы сидим за столом. Я очень люблю чеснок. Это же здоровье. Чеснок и лук от семени дуб. И мы его немножечко... Здесь у меня есть... Вот так в сторону положу. Это нам не нужно. Мы его немножко накрошим, чтобы он легче отдавал свой вкус. Для этого у нас есть другой сан, маленький, вот с такой уточкой. Та-да! Очень удобно открывается. Так, это мы складываем сюда. Это нам потом нужно будет в конце. У нас еще есть хатах, тоже для любителей. Хлеб надо же нам обязательно покрошить. То есть он должен немножечко подсохнуть. Весь смысл этого блюда вот в этом запахе хлеба, который высох на солнце, на ветру. Крымский воздух обязательно, главный ингредиент нашего блюда — это крымский воздух, если кто не знал. Мы это накрошили. Ну, вообще, по-хорошему, хлеб должен быть высушен заранее. Так, хлеб у нас есть, лук у нас есть. Просто шинкуем лук, его не обязательно как-то там очень мелко или еще что-то. Нож вот когда сильно острый, тоже плохо, поэтому не нужно сильно точить нож, потому что когда острый нож — это хорошо, но когда он очень острый, он очень легко режет пальцы. Если это чьи-то, ладно, а это же свои пальцы. У нас все готово. Хлеб сушится. Значит, мясо, курдюк, чеснок, лук, все готово. Все. Наша задача теперь... А где мой кевгар? Кевгар, точная копия кевгаров в ханском. Пошел, посмотрел, сфотографировал. И именно этим инструментом мы будем сегодня работать, но он нам пригодится чуть позже. А пока мы должны разжечь костер, который тут у нас заранее я все приготовил. Кстати, вот этот учаях, сегодня у нас хазан, а вообще еще были такие сковородки, которые назывались саджин. И отец мой, который из Ворона родом, он называл это саджинаях, не учаях, а саджинаях. Раньше, всего лишь каких-нибудь 100 лет назад, даже и того меньше, люди не знали электричества, ну, в основном в деревнях, не знали газа, и все готовилось на огне. Это сегодня мы привыкли. Если вот сегодняшней молодежи убери пьезоподжиг, и они растеряются. Все, огонь горит, чуть-чуть водички нальем, чтобы увидеть, как у нас будет проходить процесс нагревания. Смотрим мы. Ага. Идет дело. Сначала нужно сызах. Вот так. Мы этот сызах туда ложим. Сызах дерем. Курдюк. Жир. Думба. Вот. Сейчас он нагреется, начнет таять на наших глазах. А раньше жирные руки вот так жир стирали об сапоги. Ну, так как у нас сегодня джинсы и кроссовки, мы вытрем просто белой салфеточкой. Так, дело пошло. Что у нас с дровами? Дрова надо подкинуть. Дрова должны быть такие, фруктовых пород желательно, потому что сосна дает много дыма, смолы много там в этом дереве, и все будет закопченное. А нам нужно просто жар. Просто жар. А вы знаете, что слово очаг — это сложное слово от двух слов. От джах. От — это и трава, и дрова. Ну, переводится. От джах, то есть зажги дрова, ну, то есть огонь, костер. Так, ага, начинает нагреваться. О! Сейчас, пошло дело. Процесс пошел.
Вот все, сейчас мы его пережарим. Лучок сюда кидаем, солим. И практически у нас все готово. Вода у нас есть. Значит, у нас сухари сохнут. Если муравей ползает там или что, это нормально. Это все по фэн-шую, это так должно быть. Кофе хочу, надо было джизбет с собой взять. Так, все нормально. Это очень хорошие дрова. Они очень не сразу загораются, но если они потом начинают отдавать жар. Вот. Для регулирования температуры у нас есть вот такие маленькие щепочки, которые быстрее дают. Отлично, процесс идет. Единственное, чего не хватает, это чашечки кофе. Чуть-чуть помешаем. Все. Вот он сейчас аккуратненько, красиво поджарится. И когда все масло у нас выплавится, выжарится, как это, все масло выжарится. Некрасивое слово, да? Да. Все. Сейчас еще минут 10. Короче говоря, мы закинули. Минут 10-15, ну максимум 20, цезарь будет готов. И у нас будет много жира, в который мы кидаем суган, лук. Он обжаривается, румянится и все, готово. Так, чуть-чуть посолим, пока не забыли. У нас здесь такая красивая посуда. Благодаря Эльдару Гусенову мы можем сегодня пользоваться вот такой аутентичной посудой. Керамика. Когда я готовил дома у нас во дворе там этот чобан, просто так, мы сидели, разговаривали у нас в музее, и, ну, сидели друзья мои. Ну, я сказал, что это такое чобан шорбасы, и начал готовить, и они удивились простоте. И один из них случайно оказался историком, и он говорит: слушай, так это получается, это же уникальное блюдо, идеальное блюдо для походов. То есть степняки, они где-то там, в степи, останавливаются, у них с собой запас сухарей. Сухарь – это же своего рода консервация продукта, он потом не портится. Мы же имеем сейчас дело с консервацией. Чтобы сохранить этот жир, мы же не можем этот жир просто взять в холодильник. Холодильников не было. Один раз в музей пришла к нам одна хартанашка и говорит: а вы знаете что? Ну, это было на родном языке. В детстве она помнит, как она, уходя в школу, висел такой, она говорит, из бараньего желудка делали вот этот мешок, очищали бараний желудок и наливали вот это все туда. И оно застывало с кусочками мяса, все. И его вешали на балку. И она говорит, уходя в школу, мать просто резала этот кусок этой штуки и с яичницей жарила. И она говорит, целый день потом кушать не хотелось. Вот такие уникальные вещи интересные. Вот смотрите, он уже у нас почти весь жир вышел из этого курдюка. Но еще он должен подсохнуть прям. Дольем воду, добавим туда соль. И вот этим бульоном будем заливать наши в это время на солнце там мящийся хлеб. Он сейчас у нас чуть подсушится. Это главное условие. Сухари должны быть высушены на солнце, на ветру. Если мы этого не сделаем, мы не почувствуем тот неповторимый вкус. Вот, еще минуты 3, и у нас мы кидаем туда лук. Лук, когда пожарится, мы... у нас же еще мясо есть. Ой, я чуть не забыл. Обычно я без мяса делаю, а сегодня я увлекся. Мы решили с мясом, поэтому уже самое время туда кинуть мясо. Смотрите, что происходит. Но только аккуратно, технику безопасности соблюдаем. Мясо должно обжариться красиво. Супер. Вай. Что творится? Короче, несколько предприятий здесь вокруг у нас остановили свою работу.
Люди потихонечку подтягиваются сюда к нам. На запах, на запах. Вот когда мешаешь вот так мясо жаришь, да? И кажется, что чабаны только этим и занимались, и я уже мечтаю стать чабаном. Так, лука чуть-чуть, я что-то много нарезал, поэтому весь не буду добавлять. Он не должен у нас сгореть. Немножечко мы его вот здесь вот так раздробим. Так, все, он сейчас у нас подрумянится. Мы добавляем воды, проверяем соль. И все, у нас блюдо готово. Все, у нас уже все готово, лучок подрумянился. Теперь, обычно это уже было готово, когда дома отец сделал. Вода, кипяток он наливал отдельно. То есть у нас есть чанах, сухари. Это сверху заливается, сверху на сухари, красиво растекается это все. Получается очень красиво. И сверху он просто наливал воду. Потом соль, перец, хатах, уже там все что угодно. Вот. Но так как мы здесь в степи сегодня, поэтому воду отдельно жарить не будем. И я подумал, что мы воду просто нальем. В конце концов у нас то же самое и получится. Чуть-чуть. Может, это было и так правильно, может, отец сделал попроще. А может быть, правильно это было воду вот так вот и кипятить. Ну, я так думаю, скорее всего, вот так Хазан и Чиндей и делали это все. Все, у нас получается вот такой супчик. Или шурпа, или чорба. Вот это, если ты один раз покушаешь, то достаточно один раз утром покушать, и потом вечером, может быть, вспомнить про еду. А потом вечером вспоминаешь, так, после 6 кушать нельзя. У нас сегодня в современном мире после 6 не едят. И все, получается, один раз в день питаешься очень сытно и красиво. Девчонкам на заметку. Никто не поправится потом. Вот, сразу начал кипеть. Что интересно, вот эта форма хазана позволяет готовить как много, так и мало вот в одной этой посуде. Потому что чем ниже к дну диаметр уменьшается, чем выше, тем больше диаметр. Так, все. Основное блюдо готово. Теперь главное его красиво показать, сформировать. Хлеб у нас уже подсох. Чуть-чуть накладываем. Ну, зависит от комплекции товарища, которому мы это делаем. Берем чомуч. Традиционный крымско-татарский чомуч, который я вчера сделал. Вот не похвалишься, вот люблю хвалиться. Смотрите, как красиво. Сначала берем мясо, накладываем. Красиво, сазах. Сазах. Сазах пошел. И теперь сверху заливаем вот так водичкой. И вы просто себе не представляете, как это вкусно вообще. Остается сверху посыпать черный перец. Сверху черный перец. Вообще сюда еще у нас есть хатах. Чесночок у нас уже тут готов. Заливаем все. Вай. Сверху вот так красивым движением. Та-дам! Чтобы ялыбойский человек, уроженец южных крымских гор, чувствовал себя уютно в степи, мне пришлось залезть на забор, чтобы хоть как-то быть чуть-чуть выше. Кстати, почему в Ногайских степях самое такое место было, я не знаю, как это правильно сказать, этот Кулеба, особо оберегаемое место, куда все время ссыпали всю золу и любили, где-то у путешественников это написано, любили сидеть на закате и курить трубку жители этой деревни. Так и я забрался, чтобы быть чуть-чуть повыше. Вот смотрите, такое простое блюдо. Мы его приготовили очень быстро. Всего несколько продуктов, да? И оно незаслуженно забыто, на мой взгляд. Потому что это очень быстро и очень вкусно. И нам задача моя, не только в еде, да, но и во всем, чем я сегодня занимаюсь, мы должны
Не должны забывать то, что у нас есть. Не должны забывать то, что мы имеем. У нас огромный багаж знаний. И мы должны его открыть, этот ящик, где столько богатств, и всем показать. Всем показать. Ладно, еще и самим это пробовать, делать, и пробовать, и наслаждаться, и людям показывать, и рассказывать. Сначала хлеб пробую. Сочетание сызых, хатых, чеснок, хлеб. Уникальное сочетание. Аж татлы болсын.